Жизнь полная неожиданностей, тягостей и понимания ценностей. Так можно описать судьбу Увайса Нальгиева. С 14 лет ему пришлось резко повзрослеть и взять на себя заботу о семье. Утро 23 февраля 1944 года навсегда изменило жизнь. Всех родственников, соседей собрали на сборном пункте и отправили в ссылку в товарных вагонах. В первое время было сложно, признается дедушка. Начало, начало. Это привыкать да ама так винаш حط себя تختبر مش إنه تخسر اللقطة لردخ دخرة ليلة توترة لترة اشتي После депортации Увайса Нальгиева определили слесарем подвижного состава. Деваться было некуда. Отец в Казахстане тяжело заболел и умер, а мама присматривала за маленькими братьями и сестрами. Тогда перед юным Увайсом стояла нелегкая задача – прокормить себя и свою семью – 8 человек. Больше 12 лет он ремонтировал поезда, пережил и холод, и голод, вспоминает Увайс. Но лучше всего запомнился последний день перед возвращением на родину. Цеханж депо, в начале парол депо, заявили дачеш, даты виха. Чё дихр мудрцу, цамуа, садух лидерца, чё. Цех сагватер, сагватер. Цама сагватер, ага, чё. Что одежь, вот ремонтишь. Ты как это царь. Ты да, что выпуски, а вот узер, цену дехкатас. Су семья собрать, я ден, цавахтан цавахвал, так, чё, су морвила. Сейчас ему 92 года, лишь несколько лет назад позволил себе выйти на пенсию. Повезло, делится мужчина, что рядом всегда была супруга, лучший друг, интересная собеседница и мать 11 детей. Увайс с детства увлекался техникой. По приезде из Казахстана он устроился слесарем на заводе. Тем временем Фирдоус занималась детьми и хозяйством. Сейчас у них нет скота. Сыновья и дочери обзавелись своими семьями, а сами они на заслуженном отдыхе. Живут скромно и ничего ни у кого не просят. Хотя Увайс любит что-то поделать по дому. А свое утро обязательно начинает с прогулки на свежем воздухе. Хава Газикова, Умар Газдиев. Новости 24.